а теперь мы рассмотрим более четко магазин Леруа при свете дня, то постоянно ночью, вечером. Дома, которые строятся. Вот. Я там пару раз заходил, что-то сейчас неохота ничего. Вообще, болею, кашляю прям это жестоко. Чуть ли не легкие выплевываю. В Самбери тоже не буду заезжать, что-то хотел, потом я ладно не буду заезжать. Ну вот, при свете дня, другой совершенно вид. Читал я про этот музей, довольно-таки интересно там. Фотографии смотрел. Я вот думаю, летом, может, поеду в отпуск. Зайдем туда, посмотрим. Вот, там паровозы всякие. Старые. Вагоны, что-то еще там. Амур. Амур уже освободился от льда. А у нас Лена еще нет. Вот это пароход плавает, плывет. То ли паром, то ли прогулочный, что-то непонятно. То ли на даче. Ну, скорее всего, прогулочный, наверное. Хабаровск. Все, пока. Хабаровск. Сейчас остановился. Короче, купил местную клубнику. Большой стакан 0,5. 300 рублей. Сейчас покажу. И мед купил. Вот. Вот такая вот клубничка там. Сейчас я ее заточу. Начну, так сказать, сезон. Очень вкусная, сладкая. Красота, закат. Эти виды только вот по трассе. Машины едут, фонари, стопы горят. Красота. Особенно нравится, когда кто-то идет пешком, ты едешь на машине, вообще удовольствие такое. Шучу, конечно. Сейчас еду, пал весенний, прямо вот столбом, и дым столбом, и прямо в машине вонь такая стоит от дыма. Молодцы, вообще-то, не знаю, санкционировано, нет, пала тут. Скоро у Коляна. Кушать хочется вообще конкретно. Коляна. Я никого не заставляю сюда заезжать, это лично мое, как говорится, желание сюда заезжать. Кто-то, может, у Вована там кушает, или там у Миши, или там, я не знаю, у Саши. Вот он у Колянчика, у Колясика. Ой, наконец-то я так жрать хочу. Жрать. В два ряда он стоят. Здорово, пацаны и девчонки, вообще голос. Извиняйте. Такое состояние, как будто меня били всю ночь вообще. Ой, вообще все болит у меня. Хотя я ничего такого не делал. Спина, ноги болят, руки. Короче, жесть. Кашлял всю ночь. Печально все. Ой, поставил будильник на 6:30, в итоге я не встал. В 7:30 встал, пошел помыться, вроде полегчало чуть-чуть. Пойду небольшой завтрак, легенький. Хочу показать, как делают люди вот так вот машину защищают от сколов, царапин. Сейчас уже все поразъехали, все было забито, короче. Я, в принципе, свой темп держу, поэтому у меня гоняться смысла нету. Вот еще какая-то машина, корейская, по-моему. Тоже у него закрытая морда. Вот кафешечка у Коляна. Мужички тоже там проспали. Сейчас тоже поедут. Вот туалет тут до 10 рублей. Душ прачечный. Все есть. Все нормально здесь. Сейчас дальше все. Поеду. Машинка.
Отличная машина, едет вообще. Дай бог, чтобы все нормально дальше было. Проезжаем Ландако, там цементный завод, вот он, там пылища конкретная. Далее Теплоозерск будет, там заправлюсь, кофея. Блин, вон 3 трубы видно, дымят по жесткому, вообще капец. Заправка на Теплоозерске. Довольно часто здесь останавливаюсь. И люди вот здесь также берут кофе, кое-кто ремонтируется, что-то чистят, бреют, моют. Вот, например, этого я видел по трассе человека, вот у него колесо в хлам вообще. Разлетелась вообще в хлам розочка. Там тоже у него хлам. Там перегонщики, там что-то кушают товарищи. Вот машина, кофеечек. Сейчас случай был, вот 2 пипетки маленькие. Я так понял, муж или жена гонят 2 машины. Там стояли. Я так понял, давно они же что-то там, то ли что-то там пролилось, то ли что, они там друг на друга орали, короче. Когда, говорит, мы поедем, я уже вышел, кофе стою, говорит, когда мы поедем уже? В общем, пожгли траву. Для чего жгли? Чтобы красиво потом было или что? Тут нормально с этой стороны. Смысл всего этого? Вдруг типа пожаров не будет или что? Вот все равно таких мало леса. Такового его нету. Может специально, может что, может поля какие-то, я не знаю, как они. С этой стороны все нормально. Короче, я не знаю. Дальше, по-моему, будет Роснефть. Я там вообще редко останавливаюсь. Кофе там невкусно делают. Хотя коллеги мои на ютубе, которые они любят туда заезжать, им очень нравится кофе на Роснефть. Мне нет. Ну вот эта заправка Роснефть. Не вижу, сколько цена какая. Вот вчера я, по-моему, ехал, вот они были, вот эти Амода. Короче, все идем одной колонной. Кто-то раньше, кто-то позже. Очередной проезд границы Амурской области и Еврейки. Мост. Все. Там дальше как бы еще административная полоса есть в Еврейке, но она там соединяется с дорогой. Но это по карте, если смотреть. Я штудировал. Так, официально все, заехали. На час меньше сейчас. Но на часах 10, получается 9 часов. В этот раз решил заехать, вот сиренью проезжает, сколько лет. Получается вверх противоаварийный заезд для больших грузов. Это кто спускается, получается, если там тормоза, он заезжает сюда. Так вот выглядит. Получается, вот я на горе сейчас небольшой. Такой вид. Красота. Тепло, кстати, 17 градусов. Широка страна моя родная. Много в ней полей, лесов и рек. Так, здоровье чуть получше стало. Но не прям, чтобы сильно. Вот товарищи некоторые бросают всякие тут грязища. Зачем бросать, когда можно все выкинуть? Странные люди, непонятные. Радосик едет, все хорошо у него. Это в Приморье, там кусок дороги делают. Грязи немножко подзабило. Такой бодренький. Потом полируется все это дело. Косячки уберутся, все будет красиво. Это я собственной персоной. Какие-то надписи тут. Вася, Петя, там, Оля. Леший, Благовещенск, Хабаровск. Тетерин, я тебя люблю, хочу сына. Молодцы, ребята. Котя, Мотя. Ага. Такие дела.
поспешил. Все, больше я, наверное, сюда не заезжать-то не буду. Так, для интереса, для контента, так сказать. ГЭС. Что-то обмелела речка. Совсем. Видимо, сброса нету или что. Там Стела. Москва, Владивосток. Сейчас я остановлюсь. Пару фотографий. Ну, кому плац нужен, там, на коленях может. Кто купит? Шутка. Стела. Машина вылез. Шерка, Виц, пацаны, вот, там просто и сейчас я надеюсь проеду, вон, посмотрю, что там за наклейки. Тут всякие люди оставляют свои наклейки, клубы, там, не знаю, YouTube каналы и тому подобное. Автомобили Саласона. ГАИ Новобурецкий выглядит вот так. Камеры висят и сотрудники полиции стоят. Я сейчас снимать не буду. Вот так вот выглядит. Вот с аукционов подтягивается Audi Q, такая Q8. Какие-то модные тачки. В Корее, может, или что. Так, не знаю, видно на камеру. Все, короче, тут где-то горит лес. Все в дыму. Опять начинается. Я сомневаюсь, что тут специально кто-то что-то палит. Вот такие дела. 2 мая. Дай бог, конечно, чтобы все это горело все лето. Зиму такое как пережили с этими морозами. Туманами с этими. Хоть уже зелень увидеть, подышать нормальным воздухом. Опять начинается. Вон, видите, все в дыму. Вот даже в машине начало пахнуть дымом. Так, но здесь более четко видно, что тут прям вообще задымление такое. Дымом вообще в гаре пахнет. Очень сильно. Ой, что-то ветром снесло. Встречно. Вот такая вот ситуация. Вот как туман такой. Так, что-то в тайге, ну не в тайге, в лесу лошади бегают. Интересно. 3 штуки. Вроде населенных пунктов нету. Хорошо еще днем, а так ночью не увидишь, да? Собьешь кого-нибудь и все. Приехали. Все растаяло все. Ну, по краям еще, по-моему, лед есть. Так, нормально. Льдины вон большие, грязные.
Набережная, тащит ее тоже Камилюха. Такие дела. Что-то к обеду мне стало как-то нехорошо. Ой. Погода испортилась, что-то. Подъехал в новое кафе. Я здесь уже как-то был один раз. Называется Оазис. В 18 году здесь был. Сейчас пообедаю, посмотрим, что там нормально. Так, ну все, я пообедал. Вроде нормально. Единственное замечание, ну, лично мое. Котлетка суховатая. Ну, а так, в принципе. Ну, Коляна, по сравнению, я вот все сравниваю Коляном. С Коляном никто не сравнится. У Коляна номер 1, наверное, до Невера. Дальше я там не часто ел, поэтому ничего сказать не могу. Так что, как-то так. Там за стойкой на заказов человек подошел, спрашивает официантку: а что, где можно ТО? Есть вот у вас поблизости? Техпомощь на дороге, там туда-сюда. Я подхожу, что, говорю, что у тебя? Аккумулятор типа выкипел. Я говорю, ну это, типа машина не заводится, не едет, короче, там. А я говорю, что за машина-то? Райза, Toyota. Ну, свежая довольно-таки, они как там 20-го, 21-го года. Я говорю, давай компьютером проверим, что может там. Ошибка какая-то, все равно, мало ли. Да нет, там я типа. Ну надо тогда аккумулятор покупать, если он выкипел. Не знаю почему. Что-то, наверное, замкнуло там у него. Может, ему подсунули какой-то просто уже плохой аккумулятор априори. И из-за этого он это умер, как говорится. Осталось 150 километров до Невера. По прогнозу в данной местности обещают сильный ветер, но он уже сильный, прям сильный, 15-20 метров в секунду. Пожар разгорается. Но здесь его нету, где там, где я проезжал, там был пожар. Соответственно, разгорается под напором ветра. Такие дела. Так, обедать я уже пообедал, так что ужинать я не буду. У меня там 2 пирожка еще есть. Буду есть пирожки, потому что мне хочется набивать желудок. Тяжело будет ехать потом. Бананы еще есть и яблоко. Нормально, мне хватит до Якутска. Ну не до Якутска, до Якутии точно хватит, а там где-нибудь или в Амге, или в Хатыми, там где-нибудь поем. Сейчас обогнал Мерседес, по-моему, леворульный, что-то я не заметил. Там кореец пошел спереди. Соответственно, леворульный, вон он, белый идет. Я так понял, они в паре идут. Ой. Еще сзади кто-то, какой-то микрик едет за мной. Так-то интересно, что сейчас происходит вообще с авторынком, с автобизнесом. Автобизнес перенастраивается потихоньку, только непонятно куда. То ли в Корею, то ли в Китай. Что тут гаишники кого-то остановили? Автовоз. Вот этих чувачков проверяют. Что это здесь, интересно? Очередная остановка на Большом Невере, заправка. Здоровенный трак поехал экскаватором. Так, бензин 5401 95 ДТ 6388. По-моему, в марте было дешевле, если мне склероз не изменяет. Сказали, вроде как подымутся цены. А если тут поднялись, то у нас тоже в Якутске подымутся. Короче, кошмар. Только привыкнешь, опять начинается все. Машина, состояние после сколько, 2 с лишним тысячи проехал. Вот очередная попойка, кофе Хихамоцу.
Так, машина немножко забрызгана, но это с Приморья еще. Колесики, все, машина идет. Прям изумительно. Проблем не доставляет. Опаска. Все как нужно. Машина, огонь. Люди обращают внимание, смотрят. Долго рассказывать не буду. Мы уже встречались с вами. Поворот на Тынду. Развилка. Народ пошел прямо, мы пойдем направо. Такая вот дорога. Знаменитый отрезок от Соловьевска до Тынды. Тут сколько километров, я уже 30 где-то. Это такой так себе. Но сейчас более-менее, когда дождь здесь, капец печально здесь. Хоть машин мало. Надеюсь, скоро сделают этот отрезок под мост. Еще в дневное время суток светлое, то есть я и тут не проезжал. Ну, в ближайшие 2 месяца имеется в виду. Вот мост будущий сделаю, скоро будем ездить. Стройка так-то идет потихоньку. Не сказать, что прям идет, так идет. Маленькими буквами идет. Раньше бульдозера какие-то ездили, сейчас что-то вообще ничего нет. Может, уже выровняли. Осталось только асфальт загрузить дальше. Дорожники. Так-то подрядчики, по сути, они вот у них есть подряд на отсыпку, там, на изготовление полотна, остальные уже дальше дорожники, и там идут там электроосвещение, еще что-то. Вот. Такие вот дела. Ну что, леди и джентльмены, Тынду проехал довольно-таки быстро. Заправляться не стал, ибо бензина достаточно. Заправлюсь в Чульмане. В Чульмане заправлюсь. Так, впереди что, 200 километров до Нерюнгри. Погнали. Здоровье ухудшается у меня. Нос заложило. Вообще дышать нечем. Подъезжаем к границе РСЯ Амурской области. Все, дома, можно сказать. РСЯ. РСЯ и сразу заканчивается асфальт. Хотелось бы исправить этот недочет. Господа, справьте, пожалуйста. Тут кусок-то всего. Ничего, как говорится. Туманец, конечно, тут такой хороший. И дороги вообще не видать. Какие-то волны. Блин. Не знаю, видно на камеру, не видно. Туман. Вообще ничего не видать. Скорость 40. Ну все, Нерюнгри слева остается. Сербор направо. Чульмана, там на заправке направлюсь. Все. Погнали. Состояние нестояния, короче, вообще. Идет дождь в Чульмане. Кстати, на Невере бензин был 54, там с чем-то, я уже не помню. А здесь 53-50. Логика какая? Вообще нету логики. Пока. Может потом подымут, я не знаю, короче. Или они, может, там
Сегодня такая цена, завтра такая. Непонятно, короче. Так, ну все, на Алдан. Не знаю, докуда доеду. Сейчас время 10:32. Погнали, короче. Ну, естественно, никого нету. Чум они. Все спят, все отдыхают. Интересно, вот будет видно, нет? Как вот снег идет в камеру. Видно, не видно. Но идет снег с дождем. +1 температура. Машина идет хорошо, уверенно, держит дорогу. Но я еду где-то 90. Нормально. Да, Хатыми. Осталось где-то 60 километров. Может, там заночую, скорее всего. Я витаминчик выпил, вроде как это, глаза закапал, бодрячком вроде сейчас себя чувствую полегче стало. Все, я переночевал немножко, сейчас 5 утра. Я поехал. На улице идет снег, дождем. Вернее, был дождь, сейчас снег уже, потому что поднимаемся вверх. Так, температура 0 градусов. Скоро будет ТИТ. А я настроение более-менее. Видок, конечно, не очень, но как есть. Чувствую себя более-менее лучше, чем вчера. Надеюсь, отпустит меня сегодня. Как всегда, отрезок перед ТИТом. Ну, он постоянно меняется, тут копают, будут дорогу, я так понял, делать хорошую. В прошлый раз ехал, в общем, совсем по-другому было. Сейчас техники поменьше, конечно, но надеемся, что в ближайший год-два все это сделают. Нынче у нас этих фур мало, потому что, во-первых, май месяц. Во-вторых, переправа встала у нас до конца месяца. Поэтому ни машин, ничего нету. Дорога пустая. Хорошо, с одной стороны. Вот. Но опасная, скользкая, конечно. Такие вот дела. Там было +19 в Амурке. Здесь 0. Наконец-то мы проехали. Заснеженное все. А здесь снега нету, дождя нету. Дальше я так понял, что вообще будет тишина. Ни снега, ничего не будет. Это Куранах. Нижний. Золото добывают. Все, дальше машин будет меньше. Может быть, их вообще не будет. Погнали. Перед Томотом что-то поспал немножко, остановился полчасика, вроде взбодрился еще раз. Так, ну все, заправился, вот заправка Опти. Товарищ какой-то на лодке тут крутой по рекам. Ладно, поехали. Сейчас так, Томот, Амга, 26 километров делают, отсыпают под кладку асфальта уже. Я так думаю, что уже ровная. Гравейка-то ровная уже. К Амге подъезжаю. Полотно железной дороги вот слева. Там далее за полотном речка Амга. Сняли кусок горы, чтобы дорогу проложить. Сейчас более-менее ровно все. Это первое время все было печально. Хабы, рассыпался асфальт. Сейчас единственное, только вот здесь ямка осталась, небольшая.
Лед еще не растаял на реке. Улу. Погода хорошая, отличная даже. Сейчас заправлюсь. Снега мало. Кардинально меняется, да, вот погода. Вроде там южнее снегопад жестокий, ну, севернее снега нету и теплее. Заправка 54 рубля. Далее от Улу проезжаем километров, так, не знаю, 20, наверное. Заканчивается асфальт, начинается гравий, скальник. Ну такой, не сильный. Будут делать дорогу. Сейчас покажу. Вот. Скорость где-то 40-50. Быстрее ехать опасно, наверное. Да и смысла нет. Так, ну чё, 20 километров в час. Там на 200-ке летит. Там, может, не его машина, просто чья-то там конторская. Им пофиг, конечно. 3 девятки, все хорошо у него там. 20 километров в час я еду. Машину так потряхивает. У меня еще там колеса сзади. Так что, не знаю. Так, ну вот я на границе Кангаласского улуса. Осталось 40 километров до Качекацев и еще 100 до Пестеха. Вот. Если бы не контент, я бы не вышел, конечно. Так вот первый раз вот выхожу. Это транспорт. Еще, товарищи, все. Качекацы приехали. 100 километров до Нижнего Пестеха. Асфальт хороший. Встречки нету, попутных тоже нету. Вообще машин мало. Хочу заснять вообще, как я дальше, как я машину поставлю, как я буду ее перегонять в Якутск в конце мая. Все это будет заснято, конечно. Что, народ, все, я в Пестяхе. Никого нету, народу мало. Пятый 57-50. Все, сейчас буду вызванивать человека по поводу машину поставить. Что-то договаривались на 3-4. Тихо. Что-то он телефон отключен у него. Я сейчас не знаю, что делать. Как обычно, все через задницу получается. Все телефоны отключают. Что-то как-то непонятно все происходит. Ну, здесь что ли? Есть вот там, дальше Кранов. А здесь что? Давай сюда. Сейчас узнаем. А, вот тут народ тоже. Человека поставили, чтобы, да? Ну, Телефон, одной рукой в телефоне там может. Приехал я на переправу, короче, сейчас такая вот, вид вот такой. Печальненький, конечно, вид. Что делаешь? Весна.
Подушки стоят. 1,5 рубля сейчас отдам. Все будет хорошо. Тяжело, конечно, с чемоданами сюда. Хорошо, что я чемодан с собой не взял. Взял только рюкзак. Такой вот аппарат. Прикольненький. Люди ждут. Сразу спускаешься и налево. 1500 проезд стоит. Целая батарея этих хилусов. Сейчас поедем, короче. Ну, допиваю последнюю бутылочку. Там якутская. Закончилось наше с вами путешествие сегодня. На переправе нахожусь. 203. По песочку сейчас туда и я не знаю, на автобусе поеду, наверное.